Первомайский районный суд и очередное судебное заседание. В зале не так многолюдно. Несколько потерпевших, да судья с гособвинителем. Но главных ответчиков в лице представителей авиакомпании «Итек Эйр» и самих подсудимых двух пилотов в зале не оказалось. Прошло уже 5 лет после катастрофы. Казалось бы, время лечит. Но затянувшийся судебный процесс каждый раз только все глубже вскрывает раны родственников погибших. На сегодняшний день ни авиакомпания, ни летчики, которые совершили данную, будем говорить, авиационную катастрофу, не понесли полноценное наказание. В тот злополучный день, 24 августа 2008 года, в результате крушения Боинга погиб его зять, у которого остались жена и дети. Вопрос компенсации – это тайна под 7 замками на сегодняшний день. Через Инексимбанк данные деньги, полностью страховая выплата, насколько нам известно, более 9 миллионов, это авиакомпания и владельцы самолета получили, однако потерпевшей стороне не выплачены в полном объеме. За 7 замками, говорит Тургумбек, находится страховой полис, по которому компания должна выплатить по $100 тысяч каждой семье. Но документа у них на руках нет. Тогда, сразу после крушения, вопрос компенсации волновал меньше всего. Родственники были заняты процедурой опознания тел, а те, кто не верил в смерть близких, надеялись найти своих живыми. Когда заходили на опознание, ни одной ее вещи не нашли. Взяли у компании «Итек Эйр» схему самолета. На ней можно отчетливо увидеть, что моя девочка сидела прямо возле выхода. Она ведь даже ползком могла выбраться наружу. Собственное расследование Шаим Бюбю ведет уже 5 лет. В том Боинге оказалась и ее дочь Гульнор. Среди спасшихся девушки не было. Но и в теле, которое им выдали, семья не смогла узнать свою дочь. Мы пошли после того, как стали известны результаты ДНК-теста. Сказали, что тело под номером 4 наше. Моя сестренка худее и ниже меня на 4 сантиметра. А тот труп, который лежит в морге, больше меня. И, можно сказать, мужского телосложения. Разве может обгоревшее тело стать больше? Я что, собственную сестренку не знаю? У нее не было верхнего коренного зуба, а у трупа, который нам отдают, все зубы на месте. В итоге семья отказалась хоронить выданное тело, а перепроверить в другой стране результаты ДНК-экспертизы на тот момент не было возможности. Теперь же, когда семья готова провести экспертизу, им не дают разрешения на эксгумацию. Один из выживших в авиакатастрофе, депутат Джоркенеша Бахтияр Кадыров, уверен, изначально все пошло не так. За 5 лет не было ни одного заседания по гражданским искам пострадавших. И прежде чем говорить об ответственности, необходимо хотя бы по одному иску завести судопроизводство, уверен парламентарий. Они хотят уйти от ответственности, это однозначно. Уйти от ответственности, потому что но мы не можем им сказать, что они ответственны. Поймите правильно. Мы не знаем, пришли эти 9 миллионов или нет. То есть это разговор. У нас нет официальных документов. У нас есть бумаги, которые в качестве того, что было отправлено. Но когда начнется суд, тогда это все будет прилагаться как вещественные доказательства. Его коллеги-депутаты жарко обсуждали, как помочь пострадавшим. Вносили предложение обанкротить и раздать имущество авиакомпаний всем потерпевшим и принять таки закон, позволяющий защитить права пассажиров на международном уровне. Мы дали правительству немедленно ратифицировать Монреальскую конвенцию, чтобы мы стали членами этой конвенции, который обязывает правительство и обязывает авиаперевозчиков нести ответственность, это в лице правительства, и нести финансовую ответственность авиаперевозчикам. И в соответствии с этой Монреальской конвенцией они должны нести большие финансовые потери. И правительство, и авиаперевозчики. Очередное судебное слушание закончилось, так и не успев начаться. Судья обязал привести в зал главных фигурантов, представителей авиакомпании «Итек Эйр». Так и живут пострадавшие от слушания к слушанию. С каждым разом в зале суда народу все меньше и меньше. В затянувшемся деле Боинга еще не скоро поставят точку.